Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – слитное и раздельное написание «не» с наречиями на «о», «е». И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. В каких случаях наречие с «не» пишется слитно, а в каких – раздельно? Чем различаются слова «обидный» и «обидчивый»? Какова история фразеологизма «кот наплакал»? Что можно услышать в ночном лесу? Сегодня в рубрике «Слово дня» паронимы «обидный», «обидчивый». Обидный – содержащий обиду, причиняющий ее, оскорбительный. Досадный – неприятный. Например, обидная шутка, обидные слова, обидные поступки, обидный промах. Из всех слов она выбрала самое обидное. Обидчивый. Склонный к обиде, легко и часто обижающийся. Например, обидчивый человек, обидчивая особа, обидчивое существо, обидчивое сердце. Он был очень обидчивый человек. Понаблюдаем за наречиями, представленными на слайде. Каковы условия слитного и раздельного написания с «не»? Поступил нелепо, начертил небрежно. Наречия с «не» написаны слитно. Они не употребляются без «не». Ответил невежливо, решил неверно. Наречия написаны с «не» слитно. Их можно заменить синонимами без «не». Ответил грубо, решил ошибочно. Писал не быстро, а медленно. Наречие с «не» написано раздельно. Есть противопоставление. Далеко не весело, ничуть не интересно. Наречие с «не» пишем раздельно. Есть усиливающие отрицание слова «далеко», «ничуть». Проанализировав данные записи, мы можем сделать вывод, что наречия с «не» пишутся раздельно, если есть противопоставление и усиливающее отрицание слова. Если нет противопоставления, если можно подобрать синоним без «не», наречия с «не» пишутся слитно. Сверимся с нашим учебником, страница 125. «Не» с наречиями на «о» и «е» пишется слитно, если наречие не употребляется без «не». Например, неряшливо. Если наречие можно заменить синонимом без «не» или близким по значению выражением. Например, нелегко, трудно. Если есть наречие меры и степени – очень, весьма, крайне, совершенно. Совершенно непонятно. «Не» с наречиями на «о», «е» пишется раздельно, если в предложении есть противопоставление с союзом «а». Нелегко, а трудно. Если есть слова, усиливающие отрицание. Далеко, вовсе, отнюдь, совсем, ничуть. Например, нисколько не весело. Применим данное правило, выполним упражнение 208. Раскройте скобки и подумайте, какие буквы нужны на месте пропусков. Проверим. Недопустимо резкий тон. Пишем слитно, нет противопоставления и усиливающих отрицание слов. Говорить необдуманно. Слитно,
нет противопоставления и усиливающих отрицание слов. Было весьма неинтересно. Пишем раздельно. Усиливающее отрицание слова «весьма». Рассчитать не точно, а приблизительно. Пишем раздельно. Есть противопоставление. Рассчитать не точно. Пишем слитно. Можно заменить синонимом без «не». Приблизительно. Вести себя непринужденно. Нет противопоставления и усиливающих отрицание слов. Негромко напевать. Наречие можно заменить синонимом без «не». Тихо. Наречие негромко пишем слитно. Не безинтересно отметить. Пишем слитно. Наречие безинтересно нет. Измениться неузнаваемо. Нет противопоставления и усиливающих отрицание слов. Лететь невысоко. Нет противопоставления и наречие можно заменить синонимом без «не». Низко. Не высоко лететь, а низко. Пишем раздельно, есть противопоставление. Следующее задание. Соотнесите наречие и его синоним с «не». Как напишем наречие из правого столбика? Если у наречия есть синоним без «не», значит такое наречие с «не» напишем слитно. Соотнесем наречия с синонимами. Внезапно, неожиданно, тихо, не слышно, близко, недалеко, далеко, не близко, тяжело, нелегко, много раз, неоднократно, срочно, немедленно, свободно, непринужденно, спокойно, невозмутимо, встревоженно, неспокойно, легкомысленно, несерьезно. Еще одно задание. Перестройте предложение так, чтобы «не» написать раздельно. Условия раздельного написания «не» с наречиями – это противопоставление и усиливающее отрицание слова. Проверим. Он относится к делу несерьезно, беспечно. Он относится к делу несерьезно, а беспечно. Надо учиться писать кратко, немногословно. Перестроим предложение. Надо учиться писать не многословно, а кратко. Поработаем с предложениями. Раскройте скобки, учитывая особенности слитного и раздельного написания «не» с наречиями. Подумайте, какие знаки препинания нужно поставить в данных предложениях. Мальчик вышел, наконец, на поляну, запятая, растянулся на шелковистой траве и пролежал неподвижно так целый час. «Не» с наречием пишем слитно, нет противопоставления и усиливающих отрицание слов.
Девушка говорила ровным тоном, запятая, неторопливо, запятая, тщательно подбирая слова. Наречие «сне» напишем слитно. Нет противопоставления и усиливающих отрицание слов. Можно заменить синонимом медленно. Собака убежала на край сада и оттуда неотступно следила за нами. Наречие «неотступно» «сне» напишем слитно, потому что не существует наречия «отступно». Новые знакомства в сети интернет происходят не редко, запятая, а довольно часто. «Не» с наречием пишется раздельно, в предложении есть противопоставление. Нам казалось, запятая, что жилье недалеко, запятая, а где-то близко. «Не» с наречием пишется раздельно, есть противопоставление. Идти по знакомой дороге было ничуть не страшно. «Не» с наречием пишется раздельно, есть усиливающее отрицание слова «ничуть». Проверим, как вы усвоили данное правило. Подумайте, верно или неверно следующее утверждение. Я утверждаю, что в данном предложении «не» с наречием пишется раздельно. Лектор говорил негромко. Утверждение неверное. Наречие негромко, с «не» пишем слитно. Можно заменить синонимом без «не» – тихо. Многое в тексте было совсем неясно. Утверждение верное. Наречие с «не» пишем раздельно, есть усиливающее отрицание слова совсем. Выполнить задание вовсе нелегко. Утверждение верное. Пишем раздельно, есть усиливающее отрицание слова вовсе. Я выгляжу нелепо в этом платье. Утверждение неверное. «Не» напишем слитно, наречие без «не» не употребляется. Друг поступил не хорошо, а плохо. Верное. Нехорошо напишем с «не» раздельно, потому что есть противопоставление. Мною сделано далеко немало добрых дел. Утверждение верное. Пишем «не» с наречием раздельно, есть усиливающее противопоставление слова «далеко». В рубрике «Тайны русского языка» сегодня фразеологизм «кот наплакал». Кот наплакал. Очень мало. Синонимы: капля в море, по пальцам можно пересчитать, сгулькин нос, своробьиный нос, на донышке. Антонимы: пруд пруди, не счесть. Существует две версии происхождения данного фразеологизма. Первая. Люди заметили, что у некоторых домашних животных нет слез. Как плачут коровы, лошади, собаки, видели многие.
но никому не удавалось заметить слезы на глазах у кошек, несмотря на то, что слезные каналы у них имеются. Получается, что смысл выражения «кот наплакал» не просто мало, а совсем ничего. Вторая версия. Значение фразеологизма связывают с его звуковым обликом. В речи арабских торговцев якобы существовала фраза «кот наилак», распознаваемая по-русски примерно как «кот наплакал». Она переводилась как «перестать получать деньги». Ситуация безденежья связалась в сознании говорящих со скудностью кошачьих слез. Сейчас фразеологизм обозначает очень малое количество чего-либо или кого-либо. Например, работы много, а людей кот наплакал. У самих хлеба кот наплакал, а ты его кормишь каждый день. Друзья, приходилось ли вам бывать на природе ночью? Например, в ночном лесу, у речки. Что вы чувствовали? Что вас удивило? Обращали ли вы внимание на то, что ночью все вокруг выглядит очень таинственно и необычно? Сравните свои впечатления с текстом, который мы сейчас будем читать. Мы продвигаемся поперек лесной речонки. Мне немножко жутко, так как я ничего, даже воды не вижу, но я все же ничем не выдаю своего страха. Наконец мы выходим на песчаный берег рядом с небольшой полянкой. Только теперь замечаю, что ночь несколько посветлела. От земли поднялся туман. На его сером фоне неясно вырисовываются ближайшие сосны. В их неподвижности чувствуется что-то суровое. Я не знаю, много ли прошло времени. Внезапно странные звуки поражают мой слух так, что я вздрагиваю от неожиданности. Что бы это могло быть? Я никак не могу определить, что это за звуки. Они торопятся, будто вторят друг другу, и лес немедленно откликается на них звонким и чистым отзвуком. Это журавлиные стаи начали свою утреннюю перекличку. Шепотом говорит мне мой спутник. Стихло. Все вновь погружается в ничем невозмутимую тишину. Обратите внимание, как много в данном тексте слов разных частей речи с «не». Немножко жутко, не вижу, не выдаю страха, неподвижности, неожиданности, не могу определить, немедленно откликается, ничем невозмутимую тишину. Эти слова передают ощущение неуверенности, неточности, неясности, таинственности. Они передают волнение героя, даже страх перед неизвестностью, поэтому он и не замечает времени. Но все же продолжает путь, внимательно приглядывается и прислушивается ко всему окружающему, потому что любопытство, желание узнать как можно больше о мире всегда сильнее страха. А у нас с вами работа со словами из текста. Раскройте скобки и распределите слова, помещенные на слайде, в две колонки. Слитное написание с «не» и раздельное написание с «не». Объясните, почему «не» пишется со словом слитно или раздельно. Проверим. Слитно с «не» напишем следующие слова. Немножко жутко. Наречие «немножко» не употребляется без «не».
Небольшой полянкой. Прилагательное «небольшой» можно заменить синонимом без «не». Нет противопоставления. Неясно вырисовываются. Наречие «неясно» не имеет противопоставления. Пишем слитно. Несколько посветлело. Ударение в наречии «несколько» падает на приставку. Напишем слитно. Немедленно откликается. Наречие «немедленно» можно заменить синонимом без «не». В их неподвижности существительные неподвижности напишем с «не» слитно, нет противопоставления. Вздрагиваю от неожиданности. Существительные неожиданности с «не» напишем слитно, нет противопоставления. Глаголы «не вижу», «не выдаю», «не знаю», «не могу» с «не» напишем раздельно. Ничем невозмутимую тишину. У причастия есть зависимые слова. Напишем раздельно. В заключении урока я предлагаю вам ответить на вопросы теста. В каком предложении «не» со словом пишется раздельно? «Не» с существительным пишется раздельно в предложении «учеба не забава, а труд». Есть противопоставление. В каком предложении «не» со словом пишется слитно? «Не» с прилагательным пишется слитно в предложении «необычный вид палисадника всех удивил». Отсутствует противопоставление, пишем слитно. В каком предложении «не» со словом пишется раздельно? «Не» с кратким страдательным причастием пишем раздельно в предложении «поля не вспаханы». В каком предложении «не» со словом пишется слитно? «Не» с глаголом напишем слитно в предложении «я ненавижу обман». Данный глагол без «не» не употребляется. В каком предложении «не» со словом пишется раздельно? «Не» с наречием напишем раздельно в предложении «курсы она посещает вовсе не регулярно». Есть усиливающее отрицание слова «вовсе». Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. В каких случаях наречие с «не» пишется слитно, а в каких – раздельно? Чем различаются слова «обидный» и «обидчивый»? Какова история фразеологизма «кот наплакал»? Что можно услышать в ночном лесу? Запишите домашнее задание. Параграф 37, страницы 124-126. Упражнение 210. А наш урок завершен. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч! И наш традиционный девиз дня. Сделай свои мечты сильнее своих страхов.